Главный вопрос, обсуждаемый на собрании представителей общественных организаций и политических партий, ратификация соглашения о передаче Пицунской госдачи Российской Федерации. Доктор исторических наук Гурам Гумба отметил, что несмотря на полную поддержку дружеских отношений с Россией, некоторые пункты соглашения порождают обеспокоенность. Отрицательную реакцию вызвало те пункты соглашения, которые ущемляют государственный суверенитет Республики Абхазия. Согласно статье 6 соглашения, где сказано, что Российская Федерация использует объекты, земельные участки, морскую акваторию, участок морской акватории в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все, на этой территории перестают действовать законы и Конституции Республики Абхазия. Председатель Республиканского комитета по защите суверенитета Ливан Микаа также подчеркнул, что пункты соглашения вызывают вопросы. Самое главное – это потеря суверенитета на части нашей территории. Вторая основная проблема – чтобы не воспользовались третьи лица. Мы думаем, что за этими третьими лицами могут быть олигархи, которые могли бы использовать эту территорию в своих целях. То есть мы бы можем получить некий анклав, который не под нашей юрисдикцией. Спикеры собрания также затронули вопрос обороноспособности республики. Что касается нашей поддержки власти, мы готовы в любых вопросах, особенно в вопросе безопасности, стать рядом с властью. Мы обеспокоены ситуацией, создали небольшую группу и продумываем современную войну, какие основы, что лежит в основе современной войны и как небольшими нашими силами, но очень, так сказать, яркими личностями создать новую доктрину обороноспособности. Сейчас мы должны внимательно анализировать то, что вокруг нас происходит, учитывать этот опыт, привлечь наших людей, посмотреть, какие мы должны создать условия для обеспечения нашими силами безопасности. И естественно, посмотреть, естественно, у нас есть союзник, но прежде всего ответственность за судьбу нашей страны лежит на нас. Ливан Микаа рассказал о дальнейших действиях в случае ратификации соглашения по госдаче. Мы вот так всех соберемся и примем решение. У нас здесь нету такого, что мы должны, кто-то вам должен ответить и сказать, я вот так решил. Такого нету. Мы должны будем собраться, все мнения выслушать и все вместе принимать решение. Это механизм, который был заложен еще в древности у абхазцев. Надо к этому возвращаться. Депутат Народного собрания 6-го созыва Александр Цышба рассказал предысторию соглашения по Пицунской даче, которое было передано в парламент в 2021 году во время работы 6-го созыва. Документ, который был направлен прежде всего в парламент, и спикер отписал имя на мой комитет лично, это прежде всего было не соглашение, а был проект соглашения. Проект и подписан был руководителем администрации президента Алхасан Квициня. Я обратился в комитет по землепользованию, природным ресурсам и экологии. Мы совместно сели, это было пока предварительно было обсуждение с ними. У нас тоже очень много возникло вопросов. Потом мы обратились в комитет, вот здесь сидит про государственной правовой политики Славик Агарба. Вот здесь все, кто находится, депутаты 6-го созыва, прекрасно знают. Мы этот документ стали все изучать, он у нас вызвал массу вопросов. Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварчи отметил, что на депутатах лежит серьезная ответственность. Яха атапхак зду, а президент гиагзам, гиагзам, хасагзи, фиркишагзам. Яха парламент, яхатте парламент топ. А так вообще зепшу гата. А стара адасах и хапшна, дара лидер клуб яхто акцара.
Депутат Народного собрания Республики Абхазия Атгур Харазия подчеркнул, что Абхазия должна развить собственную экономику, независимую от России. А экономика, политика знала. Шакала кота шамеза. Адзу уирханне, уход хунткару зугадзу. Уизз кюла, атарава порихек. Ура колония хала. Азин хагиозу. У экономика локомтала, у политика тхакут региозу. Ура ухойхот. Яла хапяхта хуаме. По словам спикеров, решение проводить подобные собрания продиктовано желанием возродить давнюю традицию абхазского народа обсуждать совместно важные и критические вопросы. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.